Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринча Радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Дильбара Капарова. Конституционный суд рассмотрел дела по обращениям граждан о проверке конституционности норм в нескольких законах Кыргызской республики. Конституционный суд рассмотрел дела по обращению инициативной группы граждан Кыргызстана о проверке конституционности некоторых статей Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. Согласно решению Конституционного суда, у отбывших наказания с 1997 по 2017 год появилось право обратиться в суд для досрочного снятия судимости при условии их безупречного поведения после освобождения. Конституционный суд также поручил разработать и внести на рассмотрение Джугурку Кенеша соответствующий проект закона до приведения статьи 80 Уголовного кодекса в соответствии с решением. Срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету из расчета 1 день под стражей за 2 дня лишения свободы, иначе говоря, день за 2. Конституционный суд напоминает, что с установлением неконституционности законов и иных нормативно-правовых актов или их положений отменяет их действие на территории Кыргызстана за исключением судебных решений. В связи с чем появилась необходимость обратиться юристам в Конституционный суд, только ли юридическая неопределенность, в чем заключалась суть самой проблемы, как проходил суд, все ли мнения были учтены, эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили юристов Общественного фонда «Юристы за права человека» Самата Мацакова и Нурбека Баишева. Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что в студии прямого эфира работают телефоны 39 21 90 и 0502 39 21 90. Если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить по этим телефонам. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беринча Радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Самат Аскарович, Нурбек Баишевич, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Здравствуйте. Самат Аскарович, Нурбек Баишевич, я думаю, сегодня есть о чем поговорить, тем более я вкратце уже проанонсировала, что Конституционный суд рассмотрел дела по обращению инициативной группы граждан. Наверняка инициативная группа – это и есть юристы, которые обратились в адрес Конституционного суда о проверке конституционности некоторых статей Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. Самат Аскарович, мы сегодня с вами более подробно поговорим вот на этот, скажем так, информационный повод. Тем более я уже тоже проанонсировала, что вот многие наши граждане, да, они знают, что если человек, например, находится в СИЗО, то раньше, например, как считалось, день за 2, да, потом с определенного времени, об этом вы тоже сегодня будете говорить, считался день за день. И теперь, вот я опять же проанонсировала, что сейчас вот подлежит зачет из расчета 1 день под стражей за 2 дня лишения свободы. Но давайте мы, наверное, начнем от простого к сложному, если можно так сказать, да. Вообще, почему появилась необходимость или в чем крылась необходимость обратиться в Конституционный суд по именно этому вопросу? Это может быть, я уж не знаю, вопросы или обращения самих тех, кто отбывал наказание, да, кто находится в местах столь, не столь отдаленных, или это были, скажем так, те, кто находился в следственном изоляторе. Вообще, в чем крылась необходимость? Пожалуйста, Самат Аскарович. Спасибо. Изначально я начну рассказывать. Хотелось бы отметить то, что именно для обращения, чтобы в Конституционный суд Кыргызской Республики наш, необходимо представить норму закона, чтобы признать ее неконституционной, да, и ты приводишь основания. Вот. Именно работая в Общественном фонде юристов за права человека, у нас есть такая своя национальная сеть, Апикат Кариги, который называется. И в рамках этого там есть организации гражданского общества и гражданские активисты.
И как бы по мониторингу именно уголовного правосудия мы изучали именно уголовные кодексы. Это получается 97 года, который вступил, 2017 года и 2021 года. И здесь вот у нас в ходе вот изучения, а также мониторинга вот этих учреждений, мы выявили вот одну проблему. То, что ранее именно лица, которые содержались в СИЗО по Уголовному кодексу 97 года, то зачет им, получается, предварительного заключения, именно так оно было прописано в том кодексе, то засчитывалось как день за два в колонии там общего строгого усиленного режима. Зачет именно законодателем был введен такой. В 2017 году, когда был принят Уголовный кодекс, который начал работу с 2019 года, данный срок уже был установлен как день за день, и в 2021 году, когда вступил кодекс, эта норма осталась как бы день за день. Но просто уже была формулировка такая, то что именно срок досудебного производства засчитывать как день за день до вступления приговора в законную силу. Хотелось бы также здесь отметить, то, что вот сейчас то, что мы подали, именно основания мы взяли именно статью 2021 года Уголовного кодекса, это часть 5 статьи 80 Уголовного кодекса. Мы сказали то, что именно вот эта статья, она противоречит Конституции, а в Конституции у нас говорится то, что законы, отменяющие либо умаляющие права и свободы человека, не должны приниматься на стране такие законы. И мы говорим то, что вот раньше засчитывалось день за два, сейчас день за день. Если раньше законодателям было дано это право, сейчас оно как бы уже умалили, срезали, там, урезали, да, и сделали день за день. Это умаляет права, конституционные права граждан. А Конституция, она как бы является основным законом. И вот мы как бы основания, вот эта структура нашего ходатайства строилась на этом. И у нас были такие основания, как то, что именно первое, мы сказали то, что это плохие условия в СИЗО и в колонии. Тогда как человек еще приговор в законную силу не вступил, его могут оправдать, либо осудить. Если он ранее судимый, там ему уже будет определен режим. Такой он будет отбывать наказание колонии, там общего, строгого, усиленного режима. Мы говорим то, что это неравнозначно. В СИЗО они все содержатся, условия там, распорядок разные. В колонии то же самое. Режим дня, если он отбывает в колонии общего режима, усиленного, строгого, это совсем разные. Мы привели такие нормы. Также мы сказали то, что именно вот содержание в СИЗО и зачет день за день, это как бы умаляет права человека, и это можно расценивать как жестокое обращение граждан, так как вы их посадили в такие условия и засчитываете день за день. И вот с этими основаниями мы подали в Конституционный суд. И 29 марта Конституционный суд признал часть 5 статьи 80 Уголовного кодекса, где говорится то, что срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу считается день за день. И в своем же решении Конституционный суд указал, что с момента, получается, вынесения данного решения уже как бы необходимо использовать зачет день за два. То есть Конституционный суд уже вернул ту прежнюю норму, где было день за день. Вот. Как же сейчас пойдет практика? Она сейчас немножко такая неоднозначная, но я бы хотелось отметить то, что именно здесь при вот этих вот зачета времени, здесь, скорее всего, сейчас будет внесен изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, и с этого момента уже будут подавать на пересмотры. Также в Уголовно-процессуальном кодексе есть глава, где говорится по вновь открывшимся либо новым обстоятельствам. И именно там прописано то, что новые обстоятельства это могут быть закон отменяющий, либо смягчающий, да, вносится новый закон, либо второе, там уже конкретно прописано решение Конституционного суда. Это может служить новым основанием. Либо там уже решение там, Международного комитета ООН, да. И вот я думаю, то, что по второму принципу, по второй части, там пункту новых обстоятельств, можно будет, наверное, уже пробовать подавать в суд. И суды, наверное, уже рассмотрят именно тех, кто был осужден по Уголовному кодексу 2021 года по сегодняшний день, так как они уже есть, которые отбывают же, а закон признан неконституционным, и, скорее всего, здесь вот
пойдет практика. Угу. Хотелось бы отметить. Не успели мы начать наш сегодняшний разговор. Вот дозвонился в студию прямого эфира наш радиослушатель. Давайте узнаем, что его волнует по теме нашей сегодняшней программы. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела задать вопрос. Если у несовершеннолетнего ребенка нарушены права, вот я уже 2 года вот этого ничего не могу добиться от районного суда. Так, 39-я гимназия есть в Октябрьском районе. Там работает по воспитательной работе Абушкаева Гульджан Рыспековна. Вот она во время уроков забирает детей в свой кабинет и избивает, нанесла телесные повреждения. Вы обращались вообще с заявлением куда-нибудь? Да, обращались. Уже 2-й год уже обращаемся. Суд был, но суд почему-то, Октябрьский районный суд у них вошло в привычку, что там решают не судьи, а секретари. Они не вызывают на пострадавшую сторону, договаривается адвокат. Вопрос понятен. Спасибо вам за то, что позвонили. Не представилась, к сожалению, радиослушательница Самат Аскарович. Понятно, что вопрос не совсем по теме, но, наверное, радиослушательница услышала нашу программу, что вот мы говорим, например, о правах, что вы вот юристы Общественного фонда, юристы за права человека, и поэтому такой наверняка вопрос возникает. Может быть, просто совет, куда обратиться, вот раз уж такая вот ситуация просто возникла? Вот она не до конца договорила, она как бы говорит то, что уже обратились в Октябрьский районный суд, суд вынес вроде решение какое-то, да? Ну, тогда стоит обжаловать это решение, скорее всего, если там есть основания, что, просто мы как бы не знаем подробности дела. И какое было решение, да? И какое было решение, как бы сейчас комментировать его, мы можем только посоветовать его обжаловать уже из услышанного. А если бы там знать какие-то подробности, может быть, еще что-то вышло бы. Пожалуйста, Нурбек Баишевич, мы встретились сегодня и по второму такому информационному поводу, что снятие судимости за безупречное поведение после отбывания наказания. Правильно ли я понимаю, что вот тоже была необходимость обратиться в Конституционный суд? Почему? Потому что вот какая-то возникла юридическая неопределенность. Пожалуйста. Спасибо большое. На самом деле, да, юридическая неопределенность она была. Я вот ретроспективно я вам попытаюсь рассказать. Когда принимали Уголовный кодекс 1997 года, в рамках данной редакции уголовного законодательства предусматривалось лицам, отбывшим наказание, досрочно снимать судимость. То есть есть понятие погашения судимости, есть снятие судимости. То есть погашение, вот это лицо отбыл наказание, если, допустим, он совершил тяжкое преступление, судимость ему, получается, могут дать до 10 лет, да, получается, а в данном случае она снимается, погашается по истечении 10 лет. Но если лицо за это время, после отбывания наказания, он вел себя безупречно, не совершал никаких правонарушений, он был вправе обратиться в суд за досрочным снятием судимости. Это было в редакции Уголовного кодекса 1997 года. Когда принимали Уголовный кодекс редакции 2017 года, который вступил в 2019 году, данное право досрочного снятия судимости не было предусмотрено. Однако, когда вводили закон Кыргызской Республики о введении кодекса 2019 года, да, обратную норму Уголовного закона 1997 года о том, что лица вправе снимать судимость, они оставили эту норму. И, получается, применялись нормы Уголовного кодекса 1997 года. Но у нас, получается, был принят еще Уголовный кодекс 2021 года, когда принимали этот кодекс, был принят закон о введении действия этого кодекса 2021 года.
И этот закон он признал утратившим те нормы, отсылочные нормы о введении кодекса 2017 года, и эти отсылочные нормы были утрачены. И, соответственно, получается, лица, совершившие преступления по Уголовному кодексу 1997 года, они утратили право досрочно снять свою судимость. То есть юридическая неопределенность, она заключается в том, что у людей было практически утрачено право обратиться в суд. И у нас в Конституции всем гарантируется равная судебная защита. И у нас, получается, мы приняли очень много международных актов, документов в сфере прав человека, да, в котором любое лицо имеет право обратиться в суд, да, что и в Всеобщей декларации прав человека, и в Международном пакте о гражданских и политических правах, да, где это предусматривается. Но, по сути, получилось так, что кейс был, согласно которому лицо хотело стать усыновителем, но у нас по положению об опеке и попечительстве у нас лица, которые не сняли судимость, не могут быть попечителями. То есть это такая двойное наказание, это дискриминация, когда лицо уже отбыл наказание, но уже он не сможет в связи с тем, что механизма снятия судимости нет. Теперь вот я сейчас понимаю, Нурбек Баишевич, что неснятая судимость, она же имеет наверняка какие-то последствия, да? Хочешь устроиться на работу, не можешь, да? Если, например, как вы чуть ранее сказали, например, если я хочу быть усыновителем там, или удочерить там ребенка, тоже не имею такое право. Если, например, захочу выехать куда-то за пределы Кыргызской республики, тоже такого права не будет. Да, на самом деле наличие неснятой судимости, он имеет последствия не только уголовного правового характера, но он имеет и в сфере трудового права. Лицо не может выехать на иммиграцию. Есть перечень, допустим, в педагогической деятельности, да, тоже нельзя работать, да, вести трудовую деятельность. Соответственно, получается, чтобы дать лицам восстановить свое право, мы обратились в Конституционный суд о том, чтобы утрата вот этой нормы закона о введении действия Уголовного кодекса 2021 года, он отменяет право человека на обращение в суд. Тем самым, получается, снять вот эти юридические ограничения с части судимости. Нурбек Баишевич, ну вот согласно решению Конституционного суда, у отбывших наказание с 1997 по 2017 год сейчас появилось право обратиться в суд для досрочной снятия судимости, да? Но опять же при условии их безупречного поведения после освобождения. Можно еще раз, почему взят именно этот отрезок с 1997 по 2017 год? Дело в том, что, получается, данное это право было отменено в 2017 году. Однако, получается, эта норма, получается, она... право было отменено, но обратная сила норм закона 1997 года, она применялась. И в связи с этим, получается, вот этот промежуток предусмотрен. А здесь вот у меня тоже возникает вопрос, Нурбек Баишевич, вообще на кого именно это решение повлияет? Вот вы можете сейчас вот на этот вопрос более так вот подробно ответить? Решение Конституционного суда, он является прецедентным на самом деле, и оно будет влиять на тех лиц, которые совершали преступления по Уголовному кодексу 1997 года и были приговорены по Уголовному кодексу 1997 года и отбыли наказание по этому законодательству, но, получается, утратили право. То есть неважно, или он убил человека, или он, например, совершил кражу в особо крупном размере. Здесь, в принципе, никакой разницы нет. Самое главное, если ты показал безупречное поведение после освобождения, то пожалуйста. Но задача государства является ресоциализировать, реабилитировать, исправить осужденного. И на самом деле мы идем по пути гуманизации. То есть у нас очень много
новых норм в части гуманизации уголовного законодательства, то есть та же пробация, то есть также законодатель убрал вопросы рецидива, да, преступлений. То есть если человек, он уже исправился, за это время не совершает преступление, стоит ли человека обратно применять, дискриминировать, стигматизировать, да, потому что, неснятая судимость, если человек элементарно не может реализовать свое право на труд, тогда он сможет совершить повторное преступление. Мы с вами немного отдохнем. Сейчас настало время для того, чтобы послушать новости. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим. Саламатсыздар, назарыңыздарда жаңалықтардың кезектегі чыгарылышы. Өздерінің функционалдық милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Ош областынын бир катар жетекчилери ээлеген кызматынан бошотулду. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош областынын жетекчилигинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча комиссия түзүлүп, жыйынтыгында мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Буга байланыштуу бир катар жетекчилерди ээлеген кызматынан бошотуу сунушу киргизилди. Мамлекет башчысынын чечими менен Зиядин Жамалдинов президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан, Данияр Жаныкулов президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басарынан, Турусбек Ногоев Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акиме кызматынан бошотулду. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Элчибек Жантаев президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев президенттин Ош областындагы жаңы өкүлү болуп дайындалган Элчибек Жантаевди облус активине тааныштырды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши КМШ парламенттеринин кызматташтыгын кеңейтүүгө кызыктар. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарында өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин отурумунда баса белгиледи. Анын айтуусунда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине төрагалык кылуу милдетин аркалап жаткан Кыргызстан алакаларды арттыруу жаатындагы аракеттери жигердүү уланат. Парламенттер аралык байланышты бекемдөөгө КМШ ПАанын салымы чоң. Жогорку Кеңештин депутаттары мамлекеттин ар бир төрөлгөн балага банктан атайын депозиттик эсеп ачууну сунуштоодо. Демилгечи депутаттардын бири Марлен Маматалиевдин айтымында демилге жарандардын билим алуу жана турак жайга болгон укуктарын коргоого багытталган. Баланын жашы жеткенде депозиттик эсептеги акча эки гана максатта колдонулушу мүмкүн: окуу акысын төлөө же ипотеканын баштапкы төлөмүн төлөөдө. Бала жаңы эле төрөлгөндө биз ага атайын банктан счет ачалы деп атабыз. Атайын эсеп счетун ачып, ал жака төлөгөндө эле мамлекет тараптан акча салынса, жана ошондой эле ата энелерге дагы ошол жака акча салганга мүмкүнчүлүк түзүлсө, жана ошол жана жетим балдарга деп айткандарга, аларга дагы ар кандай кайрымдуулук фонддордон дагы акча салынса, айтор 18 жашка чейин ал ошол счетто топтолуп турса, жана көбөйсө, ар жыл сайын эле мындай өзү менен өзү көбөйүп турса, 18 жашка чыккандан кийин ал акчаны бирок аңакталай ала албайт, эки эле багытка көздөй алат. Биринчиси окуусуна, жогорку билим алууга, мүмкүн Кыргызстанда, мүмкүн башка мамлекетте айтор өзүнүн билимин жогорулатканга. Жана ошондой эле мүмкүн 2 жаш бирип калып ипотека үй алам десе, ошол госипотека үй алганга первоначальный взнос деп коет, ошону төлөгөнгө гана багыттай алат. Эки эле гана багытты карап атабыз. Мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды, ал 2024-жылдан тарта ишке аша баштайт. Улуттук банк апрель айында биринчи жолу интервенция менен валюта рыногуна чыкты. Бул жыл башынан берки 7-чи интервенция болуп саналат. Башкы регулятор ал 46,1 миллион доллар сатты. Кошумчалай кетсек, 2023-жылы Улуттук банк 353 миллион 470 миң доллар саткан. Бүгүн 14 апрелде Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетинде Ысык Көл областынын жалпы билим берүү мекемелеринин директорлору үчүн билим берүүдөгү натыйжалуу менеджмент аттуу 2 күндүк семинар башталды. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, окутуунун жүрүшүндө билим берүү системасындагы эмгек укуктарынын жөнгө салынышы, мектептин өнүгүү планы, инвестицияларды тартуу боюнча мектептин иш тажрыйбасынан темаларында презентациялар жасалат. Мындан сырткары катышуучулар жалпы билим берүү уюмдарынын менеджментин өнүктүрүүнүн ыкмалары, усулдары, каражаттары, мектепке инвестиция тартуу үчүн долбоор жазуу, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу.
Карагулжа районунда кыска мөөнөттүү 3 бала бакча ачылды. Маалыматка ылайык, кыска мөөнөттүү бала бакчалар эл аралык уюмдардын колдоосу менен 1 май Сары Камыш жана Карагулжа айылында ачылды. Эскерте кетсек, 2022-2023 жыл ичинде аталган уюмдардын каржылык колдоосу менен Ош областынын аймагында 18 кыска мөөнөттүү бала бакчалар ачылып, колдонууга берилди. Ал Бука районунда Көк Таш айыл аймагынын Булак башы айылына таза суу жана суга атуу үчүн жалгыз өрүк суусун тартып келүү долбоору ишке берилди. Маалыматка ылайык, долбоордун сметалык баасы 39 миллион 350 миң сомду түздү. 8,7 чакырым аралыктан дюкер ыкмасы менен суу жеткирүү пландалган. Долбоор 2 жылдын ичинде ишке ашырылды. Бишкекте улуу жеңиш күнүн утурлай 9 май күнү Өлбөс полк жүрүшү болот. Акция эртең менен саат 10до Жеңиш паркынан башталат. Өлбөс полкто Улуу Ата Мекендик согуш жылдарындагы түрдүү улуттагы фронтчулардын эрдиги эскерилет. Акциянын уставында так ушул нерселер жазылган. Уюштуруучулар ошондой эле улуу жеңишке тиешеси жок желек, символдорду колдонбоого чакырды. Бишкекте туруктуу эл аралык банги топторунун биринин кылмыштуу ишмердүүлүгү токтотулуп, топтун мүчөлөрү кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, 27 мартта Хумбаев жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан ботаникалык бакчага баңги жашырууга аракет кылып жаткан жеринен Бишкек шаарынын алдыңкы мектептеринин биринин 9-11 классынын 2 окуучусу кармалган. Алардан синтетикалык баңги табылган. Аталган топтун башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Пудовкин жана Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинен кезектеги ири партияны алып жаткан жеринен 19 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Алар УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Жалал Абад областынын Базар Коргон районунда 2 жума мурун дайынсыз жоголгон өспүрүмдүн издөө иштери токтотулду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Базар Коргон районунун Акбулак айылында 31 март күнү 14 жаштагы бала үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Жерине издөө иштерин улантуу максатында куткаруучулар, милиция жана жергиликтүү тургундар тартылган, бирок натыйжа болгон жок. Издөө иштери баланын ата-энесинин макулдугу менен токтотулду. Кыргызстандын кыз келиндер арасында күрөш боюнча курама командасы Казакстанда өтүп жаткан Азия чемпионатынан кайтып келди. Эскерте кетсек, Кыргызстандын кыз келиндер арасындагы курамасы Азия чемпионатында 3 медаль утту. Белгилей кетсек, күрөш боюнча Азия чемпионаты 9-14 апрелге чейинки аралыкта Астана шаарында өттү. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 87 сом 51 тыйын, евро 96 сом 38 тыйын, рубль 1 сом 6 тыйын, тенге 19 тыйынга багаланууда. Бүгүн Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 27-32, Ысык Көл жана Нарын областарында 17-22 градус жылы болсо, бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 30-32 градус ысык болот. Я напомню, что в эфире Беринчи радиопрограмма «Актуальный разговор». Конституционный суд рассмотрел дела по обращению инициативной группы граждан Кыргызстана о проверке конституционности некоторых статей Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. Согласно решению Конституционного суда о отбывших наказания с 1997 по 2017 год появилось право обратиться в суд для досрочного снятия судимости при условии их безупречного поведения после освобождения. Конституционный суд также поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Джугурку Кенеша соответствующий проект закона до приведения статьи 80 Уголовного кодекса в соответствии с решением. Срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету из расчета 1 день под стражей за 2 дня лишения свободы. Иначе говоря, день за 2. И вот сегодня в программе, напомню, мы и говорим о том, в связи с чем появилась такая необходимость обратиться юристам в Конституционный суд, в чем заключалась суть самой проблемы и все ли мнения были учтены. Сегодня у нас в гостях, напомню, юристы общественного фонда «Юристы за права человека» Самат Мацаков и Нурбек Баишев. Телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. Уважаемые юристы, у нас на связи наш слушатель. Давайте выслушаем его вопрос, после чего продолжим наш сегодняшний разговор. Говорите. Моя фамилия Джамал Тиджи, Джамалгуловна. У меня внука нарушены права. Я сейчас говорила, учитель 39-й гимназии Октябрьского района. Вы уже об этом говорили, вы мне скажите, пожалуйста. Да, мы обращались. Суд какое решение вынес?
Как? Суд какое решение вынес? Решение он без нашего участия со стороны потерпевших не пригласили и прекратил. Прекращен написано. Я обратилась по уголовным делам городской суд коллегиальный, судебная коллегия по уголовным делам городского суда. Угу. Но они тоже оставили без изменений уже 2 раза. Но вот я не знаю, кто должен это самое защищать права несовершеннолетнего. Все факты есть. О правонарушении доказано и подтверждается совокупностью собранных исследований по делу доказательств, а именно протоколом, протоколом допроса, протоколом в качестве свидетеля, протоколом очной ставки между правонарушителем Абушхаевой Гульджаной Слековной, это завуч, и несовершеннолетним ребенком, который получил телесные повреждения. Спасибо вам за то, что позвонили, уважаемая радиослушательница, вот уважаемый юрист Самат Аскарович, Нурбек Баишевич. Наверняка вот крик души, да, но вот вы юристы, и поэтому, наверное, у ИДЖ может быть как бы последняя надежда, что можно в этом случае сегодня предпринять. Вот я поняла, что решение суда в чем заключалось, вот она сказала, как можно помочь или, может быть, что-то можно подсказать, Самат Аскарович. Если можно, очень коротко, потом вернемся к нашему разговору. Вот она говорит как бы суть, но я общее также не понял. Здесь она говорит, либо это правонарушение, либо уголовное дело. Потом, получается, суд рассмотрел без потерпевших и вынес решение. Она обжаловала в апелляцию, а апелляция оставила без изменений, да, как бы в силе оставила. По каким основаниям? Она говорит то, что только в ее отсутствие было. Да, это процессуальное нарушение, как бы, да, но здесь какое дело? Уголовное, либо правонарушение, опять-таки, неизвестно. Поэтому она также просит, кто защищает как бы несовершеннолетних. Да, у нас же есть органы опеки и попечительства, которые непосредственно участвовали, скорее всего, там. Да, вот как бы если бы суть дела было бы хорошо изучить, то тогда бы мы бы хорошо посоветовали бы, дали бы такую как бы полноценную консультацию. Ну, может быть, можно обратиться и к вам. Вот если, например, нарушены права ее внука, да, может быть, не знают, куда обратиться, может быть, ей стоит обратиться в ваш общественный фонд. Я уж не знаю, вы права несовершеннолетнего сможете ли защитить, вести, может быть, процессы, я уж не знаю. Может быть, к вам можно обратиться хотя бы за какой-либо консультацией? Нет, обратиться может, да, мы как бы посмотрим, если сможем, как бы поможем, подскажем, да, как бы, либо даже можем взять производство. Я как адвокат практикующий, как бы могу помочь, да. Главное, чтобы были какие-то основания, что-то. А просто она говорит, что все, как бы, апелляция оставила без изменения, там есть ли основания дальше. Самат Аскарович, вот вопрос касательно того, вы хотели, по-моему, добавить, да? Пожалуйста. Я хотел это добавить. Вы имеете в виду с 1997 по 2017, да? По 2000. То есть есть право обратиться в суд у отбывших наказания. Пожалуйста. Да. В части именно снятия судимости, просто мы сейчас как бы обозначили здесь то, что 97 и 2017 год. В 2017 году он был подписан, с 2019 года он начал работать. Уголовный кодекс, соответственно, еще 2 года вот эти вот, которые были дела рассмотрены с 17 по 19. Также мой коллега отметил как бы о отмененном праве, да. Вот здесь я бы хотел отметить то, что именно вот этот закон, переходные положения, которые регулируют Уголовного кодекса 97 года и 17 года, который начал работать с 19 года, там законодатель предусмотрел норму, то, что лицо может обратиться по снятию досрочной судимости. Далее Уголовный кодекс 17 года и 21 опять же есть закон, который регулирует переходные положения. И именно вот этим законом переходные положения, который регулировал между 17 и 21, он признает утратившим силу переходные положения того закона. Признает утратившим. Вот здесь вот именно как бы такая структура нашего ходатайства заключалась в том, что вот этим законом он признал утратившим силу норму закона того закона, и, соответственно, у лиц, которые были осуждены с 1997 по 2019 год, у них отменяется право. Если оно раньше было, то здесь вот этот закон отменил.
Вот это вот я хотел добавить, как бы по структуре, что там. Угу. Самат Аскарович, вот вы чуть ранее обозначили, что вот основная проблема, она заключалась в том, что законодатель в Уголовном кодексе редакции 2017 и 2021 года, он сравнял за счет времени содержание лиц в следственном изоляторе и в колониях, несмотря на равные условия, да, скажем так, пребывания, распорядок и, главное, скажем так, режим содержания. Сейчас, как мы говорим, законную силу подлежит зачет из расчета 1 день под стражей за 2 дня лишения свободы. Это получается до вынесения приговора или после, скажем так, приговора тоже? Вот можете вы здесь вот более точно сказать? Хорошо, ага, я вас понял. Получается, здесь в Уголовном кодексе вот эта норма звучала именно зачет времени. Вот давайте, скажем так, вот применяя практику так называемую, да, вот, например, сидит подозреваемый, да, в СИЗО. Идет, значит, судебный процесс, он может идти сколько? Ну, полгода, в лучшем случае, может быть, год, да, идет. И потом, после истечения года, подозреваемый становится обвиняемым, да, ему выносят решение, что он, значит, виновен, что он, например, совершил кражу, там, в размере 500 тысяч сомов, или, например, применил или нанес тяжкие, ну, скажем так, телесные повреждения. Вот мне сейчас интересно, вот год за 2, это до вынесения приговора или, скажем так, и потом, дальше, когда он будет находиться, например, в колонии или с отбыванием, вот у нас же колония есть, колония общего режима, колония усиленного режима. Вот давайте здесь более точно. Ага. Спасибо. Здесь получается, вот смотрите, вы отметили подозреваемый. Сейчас просто внесу, чтобы было понятно, как бы слушателям тоже, то, что вот человека задерживают, вот эти вот 48 часов, он в статусе подозреваемого. Потом ему предъявляют обвинение, и он уже обвиняемый. Вот этот вот момент я хотел отметить. Получается, на следствии до суда он может там до 1 года, у нас как бы сроки следствия вот эти вот, потому что свыше года его уже не могут, потому что есть требования статьи 116, то, что свыше года не может, меру пресечения поменяют. У нас на практике до года дело в суд передают. В суде то же самое. Статья 303, получается, Уголовно-процессуального кодекса до 1 года. Они стараются закончить на практике. Почему? Потому что изменят меру пресечения, это уже как бы дополнительные эти. И вот этот вот момент, как с момента задержания до вступления приговора в законную силу. Приговор в законную силу вступает, получается, приговором городского суда, либо приравнены к нему это областные суды. Вот. Именно с этого момента, с задержания до приговора вступления в законную силу, вот этот период, отрезок будет считаться как день за 2. А дальше уже в колонии день за день. И уже суды будут ссылаться в своем решении, пока то, что, получается, законодатель не внесет изменения в Уголовный кодекс, вот эту часть 5 статьи 80, они будут ссылаться на решение Конституционного суда, и вот этот вот отрезок времени засчитываться как день за 2. А дальше уже день за день, потому что здесь и говорится то, что, получается, срок содержания под стражей до вступления под стражей равен 1 дню лишения свободы в колонии. Лишение свободы и заключение под стражей, вот именно здесь 2 разные как бы терминологии. И мне сейчас вот что интересно, Самат Аскарович, это будет, скажем так, распространяться на тех, опять же, независимо от того, какое он правонарушение или преступление совершил, да? Или он, например, нанес тяжкие телесные повреждения, или, например, он убил человека, или, может быть, он совершил кражу в особо крупном размере. Да, это, получается, будет распространяться на всех, так как неважно, какой вид преступления, да? Неважно, какой вид преступления, какое преступление он совершил, оно будет как бы распространяться на всех. Единственное, могу так отметить, что оно не будет распространяться те, кто осужден пожизненно. Им уже как бы это. А здесь в отношении всех. Давайте выслушаем вопрос или мнение нашего слушателя. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Из Бишкека Эсен. Да, Эсен Нагай, слушаем. Господам Нурбеку, Самат, успеха, удачи. Нельзя умалять права человека. Это, конечно, очень замечательное выражение. Если они, подавая в Конституционный суд защиту прав человека, решили вопрос в положительную сторону, это, конечно, замечательно. Пусть так и будет в дальнейшем, да.
Однако у меня такой долго не голосовал, задам вопрос. Вот многие дела уголовные, там, гражданские, неоднократно переотправляются от суда первой, обратно и так далее. Вот такой норматива нету судопроизводства, чтобы суды верхней инстанции сколько раз могут отправлять уголовные дела на пересмотр суду первой инстанции. 15 раз или 10 раз, или сколько угодно, или до смерти вот этого, как говорится, человека. Почему вот такие моменты вы не интересуетесь? Вы только вот когда, или вас право человека даже как-то выборочно вами вы интересуетесь. И мне вот это непонятно, потому что вот женщина задавала вопрос, значит, 2 раза по административным делам она может 100 раз туда-сюда может ходить, и в итоге ничего не добьется. Вот пожалуйста, если можно. Вопрос, я думаю, понятен. Пожалуйста, есть что сказать, Самат Аскарович? Я отметил то, что именно в части вопрос, да, это то, что он сейчас поднимает вопрос, это как бы говорят то, что волокита, да, судебных дел, то, что оно как бы может как бы и критиковаться и наше решение, то, что, например, они специально волокитят, они затягивают вот это вот судебные заседания, обжалуют Верховный, отправляет в суд первой инстанции, либо второй на новое рассмотрение. Да, в практике такое может быть, это как бы такой процесс, да, потому что суды первой инстанции не увидели эти процессуальные нарушения, но там кто-то обжаловал, да, либо прокурор, либо защитник, они указывают там то, что нарушены нормы материального, процессуального права, суд вынужден отменить и направить на новое рассмотрение, да. А в части того, что именно не ограничено, да, я соглашусь, то, что именно у судов как бы нету такого в Уголовно-процессуальном кодексе, именно то, что суд может только на новое рассмотрение отправить 1 раз, либо 2 раза, либо 3 раза. Такого нету как бы ограничения. Поэтому если суд рассматривает, если усматриваются вот эти процессуальные нарушения, то суд направляет на новое рассмотрение. Самат Аскарович, Нурбек Баишевич, вот мы сегодня говорим, скажем так, у нас 2 подвопроса. Это снятие судимости за безупречное поведение после отбывания наказания и день за 2. Да? Мне сейчас вот интересно, что делать, скажем так, тем, кто, скажем так, этими, ну, скажем так, нововведениями или уже вот этим решением Конституционного суда может воспользоваться. Вот кто пострадал от этой нормы, и вот сейчас, например, они же могут, скажем так, куда-то обращаться уже, или пока еще рановато? Вот здесь вот, смотрите, такой момент. В Уголовном кодексе, в Уголовно-процессуальном кодексе есть такой момент, то, что закон, это ухудшающее положение, не применяется. Да? Вот. Получается, в своем решении Конституционный суд поручил Кабинету министров разработать законопроект и внести изменения. Да? Получается. Вот когда вот внесут, это получается после того, те, кто были осуждены по Уголовному кодексу 2017 года, они могут подать на пересмотр. Вот. А сейчас, которые вот именно на основании решения суда, суд выносит. И получается, можно подать, мое мнение, вот то, что, как я говорил ранее, в Уголовно-процессуальном кодексе есть новые обстоятельства понятия. Там именно как бы один из пунктов указывает то, что признание как бы Конституционным судом, решение Конституционным судом, как бы противоречащие решению суда. На основании решения суда можно подавать по новым обстоятельствам. Я думаю, можно так. Есть что добавить, Нурбек Баишевич? Но можно обратиться и самое главное, где-то, может быть, где-то внутри глубоко осознавать, что на самом деле добиться справедливости, да? Ну, по второму ходатайству все лица, которые были осуждены уголовным законодательством 1997 года, они вправе обратиться и снять свою судимость. То есть это право у них уже восстановлено, и снять все эти юридические ограничения. Ну и как я понимаю, до приведения вот всего этого в соответствие или отмены, они же применяются, что основной закон страны – это Конституция, да, и решение Конституционного суда.
Все верно. Мгм. Вот знаете, вот что интересно сейчас, Самат Аскарович, вообще, вот когда проходил суд, да, вот судебное заседание, вообще все ли мнения были учтены? Но это понятно, что это были представители судей Конституционного суда, это были юристы, да, общественного фонда. Вообще, насколько вот учитывалось мнение сторон? Ну, в Конституционном суде, особенность Конституционного суда, когда при проверке на Конституции закона, получается, в Конституционном суде рассматривает весь состав судей. Это 9 судей, получается, заявитель, обратившаяся сторона, получается, представитель Джогурку Кеңеша, представитель президента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, получается, все участвуют, и как бы каждая сторона выражает свое мнение. Да, зачастую как бы не все соглашаются, потому что гражданин обращается в Конституционный суд, он считает то, что его право нарушено этим законом, а в Конституции предусмотрено вот так вот. Верховный суд, либо прокуратура, либо там Джогурку Кеңеш, они могут возразить, сказать, нет, это как бы право не нарушено, либо это право нарушено, согласиться. Да, это как бы практический момент от каждого, можно сказать, кейса зависит. Вот. Вообще суд долго проходил? Суд у нас, получается, начался в 9:30, мы его где-то до 12, да? До часу длился суд. То есть, получается, всего лишь один день, даже полдня? Полдня, да. Выслушали всех, потом, получается, судьи удалились, и где-то в 3 часа, да? Но необходимо отметить, что до этого события, да, до заседания ведется очень большая работа, аналитическая работа. Это анализ международного законодательства, Конституции, да, и вот с учетом мнения сторон, и в тот же день выносится решение Конституционного суда. Время нашей программы завершается, но, может быть, есть с каким словом, или я уж не знаю, обратиться к нашим уважаемым слушателям. Мы сегодня говорили вот о тех нормах, которые я, соответственно, проанонсировала, а вы, соответственно, объясняли и разъясняли. Но, может быть, Самат Аскарович, Нурбек Баишевич, есть к чему призвать? Вот вы чуть ранее говорили, Самат Аскарович, что в Кыргызстане не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. Спасибо. Да, я бы хотел призвать всех кыргызстанцев, чьи, как бы, кто считает, что если его право нарушено законом, он вправе обратиться в Конституционный суд. Конституционный суд рассмотрит его ходатайство и примет решение. Да? Как бы я всех призываю, что там как бы можно найти, как бы сказать, правду, защиту своих прав и свобод, которые предусмотрены Конституцией Кыргызской Республики. Спасибо. Время программы завершается. Это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Биринчи радио.